Что одевает амафор и что прячут в панагии? Как проходит социальное служение и почему мы так крестимся? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». С самых древних времен человек носит одежду, соответствующую его социальному положению и духовному состоянию. В православной церкви для совершения богослужения устав предписывает каждому священнослужителю облачаться в специальные одежды. Эти одежды, украшающие богослужение, имеют глубокое духовное значение. Одеяния священнослужителей свидетельствуют их сан и звание, выделяя таким образом носителей этого сана из среды мирских людей. Это соответствует понятию о церкви как о царстве не от мира сего, а для священнослужителей является постоянным напоминанием того, что они всегда, в любой ситуации должны быть достойны принятого ими от Бога высочайшего служения. Богослужебные одеяния духовенства имеют общее название – ризы и разделяются на одежды по церковной иерархии – диаконовские, иерейские и архиерейские. Священник имеет все диаконские одеяния и сверх того присущие его сану. Епископ имеет все священнические одеяния и сверх того присвоенные его архиерейскому сану. Самым главным, конечно, является облачение епископа. Надо помнить о том, что все епископы равны между собой в чести, в дарах Святого Духа. Но называться они могут епископами или архиепископами, или митрополитами. Это название должностей, но от этого облачение их не меняется. Каждый епископ, архиепископ, митрополит также облачается в подризник белого цвета, но у него он называется подсакосник. Это та же самая одежда, но название меняется из-за того, что в современности сегодня епископы носят на себе не филони, а что-то подобие стихарей. Своим происхождением эти сакосы происходят от одеяний императоров. Епископы не случайно надевают на себя элементы царского облачения, символизируя, что Христос – истинный царь, и во время богослужения они изображают именно служение Спасителя. Также облачение епископа заключает в себя все те же самые элементы священных облачений, что и у диакона. Этот самый подсакосник – это тот же самый стихарь. Дальше архиерей возлагает на себя епитрахиль, такую же, как у священника. Также он припоясуется поясом, также у него есть палица, символизирующая здесь уже духовный, и меч, и щит в одном. Также он на руки одевает поручи, сверху одевает саккос. Саккос с древнееврейского языка переводится как «рубище». Богослужебное облачение архиерея. Длинная до пят просторная одежда с широкими рукавами, сшитая из дорогой ткани. Саккос по внешнему виду напоминает диаконовский стихарь, с той разницей, что он разрезан полностью, по нижней стороне рукавов и по бокам до пола. По линии разреза соединяется так называемыми звонцами, которые издают мелодические звуки в те моменты, когда архиерей двигается. Саккос духовно означает то же самое, что и филонь. Передняя половина саккоса символизирует священство Нового Завета, задняя – Ветхого Завета. Их соединение звонцами символически означает нераздельное, но и не смешиваемое преемство этого священства во Христе. Другое символическое значение этого соединения – двоякий характер служения епископа как Богу, так и людям. Самым, наверное, главным отличительным облачением у архиерея является амафор. Амафор – это широкая лента, которая сверху возлагается ему на плечи, которая в данном случае еще более явно символизирует тяжести людских грехов, страстей, то, что он несет на своих плечах бремя ответственности за всю веренную ему паству.
Великий амафор представляет собой длинную широкую ленту с изображениями крестов. Он огибает шею епископа и спускается одним концом на грудь, а другим на его спину. Великий амафор епископ носит с момента начала литургии до чтения апостола. Малый амафор представляет собой широкую ленту с изображениями крестов, которая спускается обоими концами на грудь и сшита или закреплена пуговицами спереди. Амафор надевается поверх сакоса. Символически изображает благодатные дарования архиерея, поэтому без амафора архиерей не может священно действовать. Архиерей совершает все богослужения в Великом амафоре, кроме литургии, которая после прочтения апостола совершается в Малом амафоре. Головным убором для архиерея является в богослужебное время митра. Происходит от тюркского тюрбана. В настоящее время она украшается богато, символизируя, наверное, не столько корону, сколько терновый венец Спасителя. Но украшается красиво и богато для того, чтобы показывать, как нам дороги страдания, которые потерпел за нас Христос. В повседневной жизни на голове у архиерея бывает клобук. Это принадлежность монашеского одеяния, так как все архиереи, то есть высший чин церковный, могут быть только монашествующими. У епископов и архиепископов они черного цвета, у митрополитов белого, и у патриарха одевается еще другой вид головного убора, который называется куколь, который символизирует собой облачение монашествующих, постриженных в великую схиму. То есть это особый род служения, особый образ отречения от мира и посвящения себя на служение Церкви Христовой. Панагия – это небольшой ковчежец прямоугольной, округлой или крестообразной формы с изображением Иисуса Христа или святых. Раньше внутри панагии помещались частицы освященной просфоры или мощи святых. В настоящее время она представляет собой образ Божией Матери, чаще всего круглой или овальной формы, с различными украшениями, без мощей. Епископский крест и панагия являются знаками высшей власти в церкви. Архиерейский жезл или посох – это символ духовной архипасторской власти епископа над церковным народом, данный Христом своим ученикам, призванным проповедовать Слово Божье. Архиерейская мантия, в отличие от мантии простого монаха, бывает фиолетового у епископов, голубого у митрополитов и зеленого цвета у патриарха. Кроме того, архиерейская мантия объемнее и длиннее. На ее лицевой стороне у плечей и у подола нашиваются скрижали – прямоугольники с отделкой по краям и крестами или иконами внутри плечевых прямоугольников. В нижних могут стоять инициалы епископа. Скрижали на мантии означают, что епископ, управляя церковью, должен руководствоваться заповедями Божьими. По всей ширине мантии проходят 3 широкие двухцветные полосы, называемые источниками или струями. Они символически изображают самоучение, как бы истекающее из Ветхого и Нового Заветов, и проповедь которых является обязанностью епископов, а также учительную благодать епископства. Духовно мантия повторяет некоторые символические значения Филонии, сакоса и амафора. Используется архиерейская мантия во время торжественных процессий, при входе в храм и на богослужениях, в моменты, определяемые уставом. При облачении в богослужебные одежды мантия снимается. Таким образом, полное архиерейское богослужебное облачение в соответствии с 7 таинствами, которые совершает епископ, содержит в себе 7 основных предметов – подризник, епитрахиль, поручи, пояс,
палицу, амафор и сакос. В русской церкви используется облачение 7 цветов – золотого, белого, голубого или синего, красного, бордового или фиолетового, зеленого и черного. Консервативный подход к одежде выделяет духовенство, отличая его от переменчивого в моде светского мира. Церковь таким образом подчеркивает надмирность своей жизни с устремлением в вечность и неизменяемость в ней. Скажите, пожалуйста, откуда взялась традиция, что православные христиане крестятся именно вот так? Вопрос о крестном знамени восходит, опять-таки, к ветхозаветным временам. В Ветхом Завете, конечно, не совершались никаких крестных знамений. Традиционно ветхозаветные раввины изображали на лбу, на челе человека, изображение буквы «Тав». Отсюда, может быть, и пошло современное выражение «перекрестить лоб». Тав – это последняя буква еврейского алфавита. И изображалась она просто потому, что ее проще было изобразить. То, что мы читаем с вами у апостола-евангелиста Иоанна Богослова в его апокалипсисе, где он говорит как бы от лица Христа: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Так вот, он говорит это по аналогии с ветхозаветным идеей о первом и последнем. В древнееврейском алфавите это буквы алиф и тав. Но традиционно изображалась лишь последняя буква тав. Позже, в христианскую эпоху, вот это самое начертание буквы тав трансформируется в крестное знамение. И первые христиане, которые стали использовать изображение на себе крестного знамени, делали это действительно одним пальцем на лбу, как бы повторяя вот эту ветхозаветную традицию. Позже вот это изображение на челе переходит на все тело, и христиане крестятся одним пальцем или целой ладонью. Позже усваивается и еще большая символика в крестное знамение. Начинается особое сложение пальцев. 3 пальца вместе в честь Пресвятой Троицы и 2 пальца, прижатые к ладони, в честь вознаменования того, что Иисус Христос является Богом и человеком. Мы знаем, что для старообрядцев характерно несколько другое перстосложение. Они складывают 3 пальца здесь, а 2 пальца вытягивают вперед. По сути, это одно и то же. Поэтому какое-то принципиального различия между перстосложениями, троеперстием или двуперстием, конечно же, нет. А мы помним, что первые христиане вообще крестились или одним пальцем, или просто ладонью, изображая крест Спасителя на себе. В Салаватской епархии идет активная работа отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Недавно руководитель отдела священник Александр Загиров совместно с сестрой милосердия Людмилой Еременко посетили паллиативное отделение городской больницы города Салавата. В молельной комнате, которую выделила администрация паллиативного отделения больницы, были проведены таинства церкви. 5 человек исповедовались и причастились. Лежащим больным священнослужитель провел таинство в палатах. Тогда благоволившие жертву правду возношимся сожгаем, тогда возложат на алтарь тельцы. Помилуй нас, Бог, помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа не удумейся, тела не трехпадцы грешни предайся, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас. Но я думаю, если каждый кто-то увидит в себе какие-то нечистые движения в сердце, то в этом надо покаяться. Каемся, Юр? Каемся. Вот к такой чистоте нас призывает Бог. Мы к ней призваны с вами, к такой чистоте. Это высота небесная.
Но мы должны стремиться. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки. Аминь. Приидите, поклонимся Царю нашему Богу, приидите, поклонимся Христу, Царю нашему Богу, приидите, поклонимся нашему Христу, Царю Богу нашему. Наша вот эта социальная деятельность, она благословена владыкой Николаем, который, в общем-то, сам участвует в социальных проектах, то есть показывает нам некий пример даже, как должны себя вести священники. Паллиативное отделение – это особая, в общем-то, площадка, назову таким холодным словом, но тем не менее, где люди соприкасаются с реальностью, в результате которой им, возможно, хочется получить ответы на самые главные вопросы в своей жизни. То есть для чего ты пришел, смысл твоей жизни, человек. В общем-то, все люди рано или поздно этот вопрос себе задают. И участие священнослужителей вот в этом процессе, оно просто необходимо. Потому что смысл человеческой в жизни – это все-таки в жизни вечной, которая возможна только через приобщение к Богу. И об этом как раз может рассказать священник. И поэтому вот наше вот это служение, не побоюсь этого слова, оно и благодатно, и в то же время болезненно. В каком плане? Потому что мы соприкасаемся с переживаниями, страданиями этих людей. Мы живем не в Царстве Небесном, это, в общем-то, реальность. И мы должны к этому подходить как-то правильно, без лишних эмоций, с пониманием. Но надо отметить, что часть персонала, люди, которые вообще не христиане по своему, как сказать, мироощущению, а мусульмане, и тем не менее у нас очень теплые отношения, мы очень признательны. Вот за сегодняшний день у нас причастилось несколько человек, некоторые, которые из них вообще лежачие, то есть не ходят, кто-то в молельной комнате. Но надеюсь, что мы будем продолжать эту деятельность с Божьей помощью, при поддержке администрации и по молитвам нашего, конечно, пращего архиерея владыки Николая. Хочу сказать огромное, большое человеческое спасибо Салаватской епархии, особенно отцу Александру и вообще всем служителям церкви, которые оказывают нам ощутимую моральную, духовную помощь. Отделение у нас на 30 коек. Из 30, наверное, вот больных где-то человек 20, может быть, бывает иногда больше, иногда меньше, которые, получается, как бы никому не нужные, они брошенные. Ни родственников как-то не посещают их, и знакомых как бы нет. Поэтому особенно они особо нуждаются в такой вот духовной поддержке, в такой помощи. И после посещения священнослужителей они становятся совершенно другие, становятся контактнее, начинают улыбаться, на лице появляется улыбка, какая-то жизненная сила. Многие отходят от депрессии, по-другому начинают мыслить, думать и стараться жить. И им наши препараты начинают больше помогать. Так что спасибо огромное. И еще, пользуясь моментом, хочу поблагодарить волонтера Людмилу, который к нам ходит со дня открытия отделения. Сестра милосердия. Она к нам приходит, садится рядом с больным, поговорит. И смотришь, уже больные совершенно другие становятся. Это служение я осуществляю около 2 лет, потому что потребность такая возникла не случайно. Есть именно духовная потребность помогать людям, которые попали в трудную ситуацию, у которых болезни проявились в тяжелой форме. И я считаю, что им нужна не столько физическая, сколько моральная поддержка, духовная, чтобы с ними кто-то поговорил, поддержал их в тяжелой ситуации. После посещения священника, после исповеди, после причастия люди стали себя лучше чувствовать в духовном плане. Как-то начинают по-другому смотреть на свои болезни. Скажем, даже так лица светлеют. Православная церковь с материнской любовью относится к своим верным чадам и всем без исключения людям, нуждающимся в сочувствии, любви, заботе и милосердии. И не может не уделить особое внимание тем людям, которые в силу тяжелых неизлечимых болезней испытывают физические и духовные страдания.
31 декабря православная церковь отмечает День памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Сведения о жизни Симеона очень краткие и известны только из его жития, составленного в конце XVII века на основе рассказов его современников. Святой праведный Симеон Верхотурский родился в середине XVII века в богатой, благочестивой семье и с ранних пор уходит в Сибирь и поселяется в лесу и в уединении проводит свое время в молитве. Занимался он пошивом шуб. Святой Симеон Верхотурский не желал, не хотел брать деньги за свою работу, за пошив шуб в данном случае, и уходил от этих моментов, тем самым не доделал свою работу до конца. Допустим, не пришил пуговицы, не доделал последний момент. И за это получал различные осуждения, оскорбления, в том числе даже были случаи побоев его. И чаще всего он молился, свои дни проводил на реке Тура в Сибири, недалеко от села Меркушино. Этот камень до сих пор сохранился, и даже на иконе есть этот камень, на котором молился святой праведный Симеон Верхотурский. Умер он в достаточно раннем возрасте, около 40 лет. Погребли его в село Меркушино, недалеко от храма святого архистратига Михаила. Святом вспомнили только через 50 лет. Но вот именно через 50 лет его как раз и пошли моменты такие прославления этого святого. Тогдашний митрополит Игнатий, митрополит Сибирский Игнатий, когда создал комиссию, отправил людей, чтобы освидетельствовали мощи этого святого. И тогда ехал иродиакон Никифор, и он пал в сон, и во сне ему был такой момент. Явился святой, и когда он спрашивает, как имя твое, он же говорит, имя мое Симеон. И в этот момент он удалился. И когда приехал на место свидетельствования мощей, как раз было сказано, что этот Симеон его прославляет его и переносят его мощи, торжественно переносят из села Меркушино в ближайший град, это Верхотурье, и в Никольском мужском монастыре эти мощи пребывали до 20 века. Вот. Ну и потом уже дни гонений, конечно, этот монастырь закрывался, мощи находились в Краеведческом музее, и уже в наше время, в 1993 году, эти мощи торжественно переносят, опять же, по свое место, где они находились, город Верхотурье, и в настоящее время они там же и пребывают. Святой Симеон Верхотурский празднуется 31 декабря, ну и помимо этой даты есть еще 4 даты, где собор сибирских святых, собор екатеринбургских святых и 2 даты перенесения мощей. Это 25 мая и 24 сентября. К Симеону Верхотурскому обращаются при болезни глаз, ну и также при болезни паралича. Ну, стоит сказать, обратить внимание, что святой праведный Симеон Верхотурский, то есть слово «праведный» означает, что он не был монашествующим. Он не монах, он обычный, как и мы, мирянин, и вот именно живя в миру угодил Богу. Святому праведному Симеону Верхотурскому, всея Сибири чудотворцу, помолимся.